Я всегда был сторонник большой кооперации. Я говорил, что выигрывают все, чем... Ну, хорошо, по этому пути пошли, и это несчастье помогло нам найти другое счастье. Мы сейчас заканчиваем цикл разработок целого поколения новых вагонов, только теперь это в 100% производится в Атырау. Мы больше ни от кого не зависим, по этой же причине сделали свой Made in сервис. Atырау, Made in Тексол, да? Made in Атырау, Made in Казахстан. Тексол – это неотъемлемая часть. Мы находимся, кстати, в здании, где мы были зарегистрированы с самого начала. Это очень давнее старое здание. И до сих пор все зарегистрировано здесь. Мы исторически казахстанская, именно атырауская компания. Но возвращаясь к главной теме, сейчас мы делаем свои узлы сочленения, они заканчиваются уже цикл проектирования, переходим скоро к циклам испытания сертификации. Новое поколение гораздо лучше даже, чем эта конструкция, потому что мы уже их чуть поэксплуатировали, уже поняли их минусы. Достаточно будет еще более эффективный вагон, но, как я сказал, полностью сделан нас. Так что в ближайшее время у нас из нового поколения вагонов, помимо полувагона классического и платформы классической, начинается газовая цистерна, лучшая, которая только есть по всем параметрам и показателям. То есть объем, грузоподъемность. Нефтяная цистерна, то же самое, лучшее из всего, что сейчас существует на рынке, тоже по объему котла и по грузоподъемности. Обе модели выйдут в серию уже в феврале 2026 года. То есть сейчас собираются и отправляются сертификационные испытания, опытные образцы. 80-футовая платформа нового поколения, тоже лучшими характеристиками. Сочлененная 80-футовая платформа с небывалыми характеристиками. Это то, что нам нужно для самих себя, для рынка. Очень срочно. То, что мы могли бы уже выпускать достаточно давно, если бы не позиция наших бывших уже, можно сказать, партнеров. Вот. Но это тоже 26-й год. Будут выпущены и та, и другая платформа. Мы, пожалуй, единственный вагон, который будет более-менее классический, да, с лучшими параметрами. Мы будем выпускать в 26-м году, тоже выйдет вот такой крытый вагон. Вот. Просто для него заточена инфраструктура уже по всему бывшему Советскому Союзу. Привыкли работать с такими вагонами, и большой инновации там просто не имеет смысла. То есть он будет требовать изменения инфраструктуры. К этому мы не готовы. Ну и в 2027 году у нас ждет линейка всех практически наших вагонов. Большое обновление, переход на 25 тонн на ось. То есть на новое поколение тележек, которые будут уже наши собственные разработки, независимо ни от кого. Да, это вообще уникальная работа. Вот там, где будут как раз очень большие гарантийные плечи, межремонтные расстояния большие. Чем реже ты ремонтируешь, тем больше у тебя, соответственно... У нефтяников называется межремонтный период. Вот эти межремонтные. У нас они и периоды, и расстояния. То есть они зависят от двух факторов, от времени и от того, сколько пробежал этот вагон. Соответственно, мы переходим на другое поколение. Скажем, обычное сейчас норма эксплуатации – это 160 тысяч километров, либо 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Наши параметры будут 6 лет, в скобочках мы будем биться 8 лет, и, соответственно, 500, в скобочках 800 тысяч километров. Почувствуйте разницу. 3 раза. Почти чем больше, чаще ты ремонтируешь, больше издержек, соответственно, больше себестоимость перевозок. Да. То есть мы бьемся за предложение на рынок более эффективных вагонов, более эффективных, значит, соответственно, перевозочных процессов в целом. Вот. Ну а то, что у нас будут большие гарантийные плечи, соответственно, не надо будет останавливать, мы будем стараться формировать собственные поезда. Это и контейнерные поезда, это отправки полувагонов с формированными полными грузовыми поездами. Просто будет очень большое ускорение в перевозочном процессе. Мы будем добиваться снижения железнодорожных тарифов, потому что у железной дороги эта операция исчезает. Простой локомотивов исчезает. Эффективное время работы всех буквально служб увеличивается. То есть вы за те же, условно говоря, трудовые и прочие затраты перевозите гораздо больше, просто потому что скорость движения состава увеличивается. Причем, обратите внимание, техническая скорость, она не меняется, а скорость перевозки грузов резко увеличивается за счет уменьшения простоя. Ну и плюс он в 2027 году ждет это большое
обновления, скорость движения поездов сейчас технически ограничена 120 км в час. То есть это технические ограничения, скажем, всех вот этих вот узлов. Вот техническая скорость, которую может позволить вот эта тележка, это 120 км в час. Но по факту практически современные поезда не двигаются со скоростью больше 80 км в час. Локомотивы могут, отдельно взятый вагон может, поезд не может. С чем связано? С тем, что вес поезда уже давно, ну все-таки там шла эволюция, общий вес превысил 5000 тонн, и тормозные механизмы уже не в состоянии обеспечить остановку со скоростью, скажем, 120 км в час. Есть технические нормы, за какое время мы должны остановить этот поезд. Наши новые тележки будут оборудованы тормозами, которые вдвое более эффективные, то есть там обжатие колес будет с двух сторон, и поезда, сформированные из наших вагонов, нашего производства, они могут и меньше останавливаться, и технически действительно быстрее двигаться. То есть мы можем использовать и 80, и 90, и 100, и 120 км в час, не боясь, что мы там нарушим нормы, там, необходимые для торможения. И когда вот пришла мысль, что все, пора уже в принципе, в это же время мы уже думали, да, нам все равно удивительно, да, вот мы платили за разработки, мы делали техзадания за свой счет, очень тесно кооперировались, и все равно приходилось преодолевать какие-то вот эти вот инерциональные, какие-то там вот ориентиры на прошлое. Ребята, надо делать вот так, вперед. Ну, так же никто не делал, ну, что там будет, мы не знаем. Очень консервативно двигались. И эта идея прям полностью в АТРАУ, да? Да. Получается, вот реализовалась. сейчас у нас первые вагоны, которых небывалых конструкций, небывалых технических, именно конструкторских решений, это вагоны, которые прямо сейчас, цистерны, которые строятся. Представьте себе, что заводы, которые существуют там десятки лет, а мы новый завод, и мы тут же сделали модель, которая намного лучше, чем... Мне кажется, мы немножко вот тоже как бы все интересно, да, но мы немножко взяли, охватили такой слишком большой как фрагмент истории. И вот сейчас хотелось опять-таки вернуться в АТРАУ, опять-таки зафиксировать. Сейчас у нас в АТРАУ уже работает завод по производству каких вагонов? Мы сейчас производим полувагоны платформы, уже произвели две, ну, они в процессе, это опытные образцы, но две цистерны. И, как я сказал, мы расширяем нашу линейку. Это 80-футовые платформы, скоро сочлененные, будет, да. Это все 26-й год. В 2026 году уже откроется еще. Это еще дополнительные заводы, да? Нет, завод один тот же, это завод дополнительные линии. То есть у нас дополнительные линии. То есть у нас на территории Атырауской области будет работать один большой вагоностроительный завод, да, который будет выпускать сколько линейку скольких типов вагонов? Ну, если по модельно, то их будет около 10 моделей. 10. У нас в Атырау будет производиться 10 моделей вагонов, да? И вот таких вот больших сочлененных платформ, да, в том числе, да? То есть суммарно будет около 10 моделей.